Здравствуйте, меня зовут Людмила Высоцкая, и моя история будет интересна, скорее всего, только женщинам. Я родила, выносила и выходила 7 детей. Ну, конечно, в этом помогал мне мой муж, по большей части, моя наисильнейшая половина. Я очень рано покинула отеческий дом, в 14 лет я закончила школу, а в 17 лет у меня уже была профессия, квартира, муж и ребенок. И опыта жизненного не было абсолютно. Позвонить маме, поговорить было очень проблематично, тогда надо было переговоры заказывать. И поэтому какие-то жизненно важные вопросы приходилось решать так, как вот Бог на душу положил. Муж, да, был старше на 12 лет. Ну, эту разницу я практически не ощущала. Такой был человек хороший. В первую очередь, на что я обратила внимание, что он очень порядочный человек. И на его очень грамотную речь. Через какое-то время он мне сделал предложение. И я так про себя с тоской подумала, ну вот взял и все испортил. Как потенциального мужа я его не воспринимала. И вот потом, когда предложение сделал, сказал: а я тебя давно люблю. Где-то год, наверное, общались и после этого поженились. Золотых гор я тебе не обещаю, мне сказал, но тебе со мной будет тепло. И свое обещание он сдержал. Мы переехали из района сюда, в Якутск, более 20 лет назад. Это были лихие 90-е, когда сильно задерживали зарплату, поехали в поисках лучшей жизни. Я потом нашла работу уже официально, устроилась. В этот момент мы узнали, что у нас будет ребенок с мужем. На работе меня все отговаривали, у виска крутили даже пальцем, говорили: так, неразумно ты делаешь, неправильно ты поступила, чем будешь кормить. И через год, когда этот ребенок родился, уже был годовалый, такой был сбитенький, плотненький младенец, я вот так вот кое-как в кроватку перекладываю, думаю, вот мне когда-то люди говорили, что нечем будет кормить. И я поняла, что действительно нельзя этого бояться, это Божий дар. Последний ребенок у меня родился в 39 лет, через 2 недели мне исполнилось 40. Я очень хотела, чтобы она родилась еще в 39, но и мое желание сбылось. В свое время мы с мужем такой нашли выход из положения. Вообще я глубоко убеждена, что до школы женщина должна заниматься с детьми сама дома, потому что никакая другая женщина не даст того, что даст в семье им мать, которая лучше знает своего ребенка. Но немножко младше мне повезло. Мы прожили с ним 20 лет. 2 года назад он ушел в вечность. Было сложно, потому что мы привыкаем в быту к человеку. Я понимаю, что у каждого человека свой жизненный путь. Он имеет начало и конец. И люди оплакивают уже по большему счету себя самого, потому что мы привыкаем видеть себя возле любимых людей. И нам их очень недостает. Сейчас я осталась с детьми, 5 детей со мной, 2 уже выросли, живут отдельно. Постоянно ощущаю их поддержку, особенно когда вот трагедия случилась. Все дети приехали, все были вместе и подставили свое хрупкое плечо, помогли. Мы вместе преодолели прошел такой сложный период. И время, оно, конечно, лечит. Занимаешься, да, текущими вопросами какими-то с детьми, потому что с ними не соскучишься. Сын сейчас учится во 2 классе, он занимается хоккеем с 5 лет. Тренировки-то надо в 6 утра встать и везти его туда. Дочка маленькая, она занимается фигурным катанием. Старшие детки сами ездят. То есть все как-то чем-то заняты, поэтому постоянно динамическая такая жизнь. Встаешь вот утром и начинаешь кого куда отправлять, собирать, кому косички, кому бантики. Какие-то такие вот насущные вопросы и проблемы мы решаем сообща. Дом – это не стены, не окна, не мебель. Дом – это люди. И если это правильно понимать, дети растут и без отсутствия дома. Конечно, наша мечта до сих пор иметь свое жилье, пока еще не осуществилась. Ну, я надеюсь, может быть, в этой жизни она осуществится. Сейчас у нас небольшое жилье, хоть и съемное, но мы снимаем уже 12 лет на одном месте. Как подводные лодки, все на своих местах. Я знаю, откуда что можно взять. В шаговой доступности каждый метр пространства использован максимально эффективно.
мне очень нравится этот дом. Я бы не сказала, что я сильно страдаю в таком маленьком жилище. Мне часто задают вопрос, хотят услышать, наверное, рецепт воспитания детей. В свое время я тоже искала этот рецепт, и ничего нового я не открыла, кроме того, что сказано в Библии: «Наставь юношу при начале пути его». Самое главное, что мать может сделать после рождения ребенка, это именно научить его, чтобы этот ребенок мог свои личные взаимоотношения с Богом выстроить. Тогда такого ребенка несложно будет отпустить куда-то. У него должен быть стержень. Он должен знать истину, тогда он может отличить фальшивку. И личный пример, конечно. Я очень радуюсь за них. Да. Сын и дочка живут на Урале, старшие, у них по одному ребенку. Еще одна дочка в этом году уехала учиться в Красноярск. И сейчас у меня совсем мало детей, осталось 4. Как-то чего-то не хватает. Но мы поддерживаем связь со старшими детьми постоянно. Я очень рада, что они самостоятельные дети. Они очень рано стремились сами работать, какую-то зарабатывать, там, хоть небольшая, чтобы у них какая-то сумма была своя, с которой они тоже мне давали на какие-то продукты. Вот года 2 назад Полина, когда работала на прокате лошадей, она прямо кормила нашу семью. Идет оттуда и все, что заработала, через магазин. Хотя хотела какие-то вещи себе купить. То есть вот это правильное отношение к деньгам у них. Я надеюсь, правильное отношение к супругам, потому что это тоже в своей семье надо выстраивать самостоятельно. Иногда я рассказываю на работе своим сотрудницам или просто женщинам, с которыми встречаюсь, о детях. Да? И, конечно, возникают у нас такие женские темы. И очень многие боятся детей родить. И мне очень легко им рассказывать, потому что я прошла практически то, что каждый из них сейчас переживает. У меня съемное жилье, у меня много детей, я с детьми получала образование. Многие женщины, они боятся потерять какие-то преимущества, они стремятся карьеру построить. И вот это свое женское счастье они разменивают на карьеру, на какое-то мимолетное какие-то цели. Но вот своим примером я им могу показать, что вы можете не ограничивать себя, да, в своем женском счастье, и то, что вы хотите, вы можете достигать.